С утра это уже 359-е изделие, на котором Джанета Махлоева закрепляет планку. На швейном предприятии девушка работает 9 месяцев, совмещает трудовую деятельность с учебой в колледже. На фабрике не только набирается опыта, но и зарабатывает. Сразу я смогла набить руку здесь, и потом уже по своим курсам шитья я могла шить одежду, которую мне хочется. Я вообще с детства хотела стать дизайнером одежды. Фильм увидела, если про дизайнера. И все, что с этим связано, уже говорила. На дизайнера одежды Джанета поступила 3 года назад, несмотря на уговоры мамы выбрать другое направление. В планах у молодой швеи открыть магазин, где будет представлена одежда ее собственного производства. Пока студентка колледжа уверенными шагами идет к своей мечте. Сейчас копит деньги на свою первую машинку и манекен. Благодарна руководству региона за запуск фабрики, которая дала ей реальные возможности. Я благодарна. Честно говоря, я благодарна, что создали такие условия, где люди могут спокойно работать себе, зарабатывать. И тем более есть люди с целями, которые могут себе набивать здесь руку, шить, и уже им проблем не будет. Швейная фабрика «Ингушетия» запустила производство в декабре 2020 года. Благодаря качественной организованной работе за относительно короткое время предприятие зарекомендовало себя как ответственный исполнитель на российском и зарубежных рынках. Швейное объединение долгие годы простаивало. Благодаря усердиям главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова в конце 2020 года сюда привлекли инвесторов. Предприятие было реанимировано. С того момента фабрика работает бесперебойно. На объекте провели реконструкцию, полностью поменяли освещение, закупили дополнительное оборудование. Итог всей этой работы – десятки крупных заказов за спиной. Только за год рабочие предприятия шьют более 120 тысяч комплектов одежды. До начала санкций фабрика принимала предложения и крупных зарубежных компаний, но планы недоброжелателей потерпели крах. Санкционный удар только увеличил объем работы на предприятии. Российские компании переключились на внутренних производителей. По словам руководства, иногда даже не успевают принять все заказы и вынужденно отказывают. Сейчас работают над очередным 36 тысяч изделий спецодежды. С начала года на сегодняшний день мы где-то около 20 тысяч сейчас комплектов отшили. Заказы, понимаете, количество там все зависит от самого заказа. Бывают легкие заказы, бывают более сложные костюмы. Там, конечно, более легкие, там, например, можно 100 тысяч отшить, а более сложные 10 тысяч отшить. Тут все зависит от самого заказа. Запуск предприятия позволил создать новые рабочие места в регионе. Принимают как опытных мастеров, так и новичков. Работе обучают технологи из Турции. На фабрике сейчас трудится более 200 человек. Это жители разных населенных пунктов республики. Многие, кто начинал с нуля, успели даже повыситься. Здесь есть все условия для профессионального роста. Я с удовольствием вышла на работу. По пенсионерке, и я очень довольна. Балхалба. Привыкаешь. Халба. Все, говорят, ханди. Для кого-то это сложная операция. А для меня это же не проблема. Для своего персонала стараются создавать комфортные условия. Их бесплатно привозят и отвозят домой на корпоративном транспорте. Не нужно платить за обед, есть молельные комнаты. Трудиться в таких условиях Зарема Межоева считает только в радость. На фабрике работает уже 2 года. Работой очень довольна. У нас есть все условия. Нам разрешают вставать на намаз, дают для этого 15 минут, иногда даже 20 минут. Любая работа требует начала. Также, если человек с улицы пришел и сел, конечно, никто не сможет шить. А тут по ходу дела 1-2 раза и сразу работа поддается любому человеку. Тем не менее, здесь все еще не хватает рабочих рук. Фабрика в поисках мастеров своего дела. С этой целью принимают участие в различных ярмарках вакансий. Сегодня швейное объединение может шить все виды одежды. На производстве хорошее оборудование, не требующее больших затрат электроэнергии и много отличных станков для решения сложных производственных планов. В дальнейшем руководство предприятия планирует запустить дополнительные производственные линии. Диана Дударова, Абдулла Халухоев. Новости 24.